В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Привет, это дневное шоу на радио Крым Реалии. С вами Осман Пашаев и Катерина Некреча. Просто Катю люблю. Хорошо знаю. Осман Пашаев лично для меня это такой человек загадочный. Я его то боюсь, то восхищаюсь им. Вот поэтому каждый эфир это новое приключення. Це як життя. Воно от таке по синусоїді і вирує. Да? І можна бути на одній хвилі, можна бути на різних хвилях. І гості завжди цікаві, серйозні, але ми намагаємося трошки от просто з оптимізмом дивитися і з жартами навіть в цьому ефірі. Для меня показатель, что мне лично интересно слушать и наших гостей, и моего соведущего Османа Пашаева. Осман не умеет пользоваться смартфонами, интернетом и компьютером. Слушайте дневное шоу с Османом Пашаевым. И Катериной Некреча. Каждый вторник на радио Крым Реалии. Денне шоу – це радіо Крим Реалії, і ми дуже раді вітати. Хто вставив ролик, що я не вмію користуватися смартфонами? Я дуже добре вмію користуватися смартфонами. Ось так от. Я ще репортером був, стрімив зі смартфонів, тільки коли стрімів не було ще. Ось так от. Це у вас щось було? От сьогодні я, до речі, твій анонс зміг нарешті оприлюднити на своєму Фейсбуці. Це для було тих, хто тільки долучився і ніколи не чув нашого з Османом такого денного шоу, у нас продовжується завжди якась історія. Здесь, да? А хто здесь? Да, справа в тому, що ми транслюємо наші радіоефіри також в Фейсбуці і в Ютуб, і це саме виникло через те, що кілька разів Осман не зміг зашерити стрім в Фейсбуці, і, власне, це от такі у нас жарти. Ну, насправді, денне шоу, це значить, що ми спілкуємося. Вона так спростовує сьогодні, що вона змоскалилася і сьогодні українською вирішила говорити все ж таки. Так, ми бачимося раз на тиждень, і тому всі згадки про минулий тиждень ми переносимо в те, що є зараз. Ну що, Осман Пашаєв, Катя Некреча, зараз представимо нашого гостя. Я спочатку скажу про тему, тому що ми будемо говорити про те, як змінився Крим от, власне, 4 роки окупації вже. Призначається ця дата, от скоро вона буде, да, будемо її відзначати, скажімо так. І що значить кримсько-татарська автономія для півострова, якою буде деокупація Криму та, власне, хто буде відповідати за масові обшуки і арешти після анексії, які відбуваються в Криму. Ну і зараз Осман нам нагадає номер телефону для слухачів з Криму. 8800 1006 926. Це той, що безкоштовно для мешканців материкової України 044 490 2905. Також стрім є в Facebook і в YouTube. Я буду активно дивитися коментарі. Ну і нарешті представляємо нашого гостя. Ескендер Барієв. Член Меджлісу кримсько-татарського народу. Вітаємо вас. І, власне, ви прийшли сьогодні з новою цікавою інформацією, це я знаю, але наш формат ми завжди переплітаємо актуальне, інформативне з таким біографічним і приватним. Хочемо трошки познайомити, може розкрити вас більше для наших слухачів, для наших глядачів. І от у мене, я не знаю, як у тебе, Осман, ти, певно, що більше Ескендер Бей знаєш, а я познайомилася з вами вже тут в Києві. Довше, ну, але не більше. Ну, це цікаво. Согласен, да, скорее всего, дольше, но не більше. Значить, сьогодні буде багато нового, не тільки для наших слухачів, але й для ведучих денного шоу. От я так, скільки спостерігаю за вами, ви берете участь в різних ефірах, інтерв'ю, ваша діяльність, мені цікаво, чи є, знаєте, люди, які, ну, може, ворогують з вами. Я зараз не говорю про Крим, там, окупацію, про ці всі, да, справи, а, власне, от в політиці, чи в активізмі, чи є у вас такі, ну, якісь люди, які, може, ну, знаєте, хейтери, це таке модне слово, тому що мені здається, що ви якраз людина, до якої важко, ну, якось причепитися, чи знайти те, от щось таке, до чого можна придратися, знаєте? От здається, що ви такий спокійна людина, зважений політик, зважено все коментуєте, завжди готові до діалогу. І в мене, як журналіста, не виникає якихось таких от питань, що він замовчує, чи може він щось замовчувати, чи ні. Ну, я думаю, что вы уже ответили на мой вопрос, но единственное, я могу подтвердить то, что, ну, на самом деле, я руководствуюсь следующими принципами, что я должен делать то, что я какую цель я перед собой поставил, и что мне необходимо делать. Ну, и с другой стороны, если делать, то нужно делать качественно. Ну, во-первых, я поставил цель, все-таки я вырос в семье активистов национального движения, и поэтому для меня всегда очень важно было участвовать в национальном движении, в процессе
защиты прав нашего народа и защите как коллективных, так и индивидуальных прав. И поэтому во все периоды своей жизни я пытался на том или ином уровне, скажем, заниматься именно защитой прав в первую очередь. Ну и само собой получилось так, что я стал активен в том числе и в политике. А почему я стал активен в политике? Потому что я всегда говорил об этом, что с 1991 года, когда национальное движение созвало второй Курултай, национальное движение крымских татар превратилось из чисто правозащитного в политическое и правозащитное движение, потому что там начались внутренние политические процессы. Что касается врагов, то, о чем вы сказали, я думаю, что, возможно, есть конкуренты, или есть люди, которые, может быть, несколько завидуют или пытаются конкурировать, но я не считаю, что у меня есть враги, потому что я никому плохого не сделал. Не можна ставити загальних запитань, буде відповідати довго-довго, ефір мене. А чому? Зараз дуже коротко, лаконічно, Іскандер відповів. Чому так? Хто б вже казав про довгі запитання, чесне слово. Осман Пашаєв, явно ти не майстер коротких запитань, мені здається. Ну, в тебе зараз є шанс, давай. Коротких не буде, але я кажу просто і собі кажу, що не можемо. Іскандер, ми не згадуємо, якщо з біографії, не знаю, чи знайшла ні, це Кримськотатарський молодіжний центр. Бачила? Засновник там. Я ще, здається, неповнолітнім був, коли Іскандер студентом. В якому році він був створений? В 1995 году. В 1994 году мы собрали первый наш такую рабочую группу и начали ездить по всему Крыму, проводили собрания и избирали делегатов, и учредительный съезд, или первый съезд, я еще называю первый Курултай крымско-татарской молодежи, он был создан 14 мая 1995 года. Оце 23 роки кримськотатарському комсомолу, засновником якого є Іскандер Барєєв. Я, честно говоря, сейчас себя чувствую, как я оказался на Муз-Музлар на передаче, где один из ведущих был всегда Осман Пашаев, и там действительно были каверзные вопросы, и достаточно такие интересные вопросы. Но я думаю, это тоже полезно, потому что может человек узнать с разных сторон. Не вдалося перенести цей комсомол на КМЦ, тобто на Киев? Ну, я скажу так, не то, что не передалось перенести, мы не ставили задачу перенести, хотя с юридической стороны мы перенесли. Юридически есть перерегистрированный Крымско-Татарский молодежный центр на материковой части Украины, и, в принципе, как юрлицо он может работать, у него есть счет, у него есть все реквизиты. С другой стороны, КМЦ это же не просто, скажем, некая зарегистрированная организация, да, структура, а это люди, это разные поколения. Саме про це, Іскандер, запитання. Да. От всі молодіжні організації кримськотатарські виросли з штанішок КМЦ, да, але согласен. отут вже молодь в Києві, дуже активна, яка з Кримом пов'язана, вона там їздить туди-сюди, в неї менше проблем, скажімо, в цих 20-річних, але вони не об'єдналися навколо КМЦ, вони створили якісь свої рухи. Чому так сталося? Втратив зв'язок з молоддю? Нет, я думаю, здесь проблем абсолютно нет. Мы с молодежью продолжаем, в частности, я говорю про себя, я продолжаю работать, потому что многие те молодые люди, которые сегодня создали Q-Hub или какую-то другую молодежную инициативу, сам назвал. Они сам назвал, что я популярным. Ну, Q-Hub, это он буквально вот в последнее время стал популярным, а ведь если мы вспомним 2015 год, здесь были попытки создать филиал Крымско-Татарского молодежного центра, хотя и раньше он существовало представительство, когда студенты собрались и, соответственно, избрали председателя Киевского отделения Крымско-Татарского молодежного центра. При всем том, он существует, но приезжают разные ребята, ребята объединяются, у них появляются разные интересные, разные подходы. Потому что Крымско-Татарский молодежный центр, он всегда занимался политическими и правозащитными направлением. Q-Hub или там инициативы там другие молодежные, они больше там культурного характера, такого исторического характера мероприятия проводят. Но при всем том, многие из этих ребят, в том числе, прошли и школу, и Академию публичной дипломатии, и летний лагерь, молодежный лагерь свободы, и, скажем, школу молодого политика, которую мы проводили в 2015 году, я уже имею в виду после начала оккупации Крыма. И поэтому действительно многие лидеры и многих молодежных организаций, которые создавались, но их срок был более такой короткий. А многие действительно прошли через Крымско-Татарский молодежный центр, и в том числе вот сегодня, там, допустим, Гульнара Абдулаева, известный историк крымско-татарский, она тоже вышла с Крымско-Татарского молодежного центра. И, скажем, та же Тамила Ташева, которая сегодня является одним из координаторов Крымсос, тоже выходец из Крымско-Татарского молодежного центра. И я таких людей могу перечислять много. Поэтому я думаю, что
Крымско-Татарский молодежный Навіть центр — і это навіть все-таки та дружина организация, которая Сергія дала Кости. возможность некоторым людям реализоваться в жизни. Катю, ти хотіла поставити запитання? Ти щось просто перебивав, Іскандер Б? Що ти Та ні, хотів Іскандер не сказати? чує. Скажи вже, всі мовчать, слухають тебе. Ні, все, Ні? це запізно, все. Ну, взагалі мені цікаво, ви сказали про те, що ви от саме такий активний через те, що ви знаєте з дитинства, що таке національний рух, ви з такої родини. Але мені все одно здається, що оцей, ну знаєте, це таке бажання чогось більшого, ніж просто закінчити школу, університет, одружитися і піти на роботу. Кинути Воно медичний виникає- університет. О, навіть так. Заради незрозуміло чого. Воно це щось, що навіть не з родини, може, не з виховання, це, звісно, як приклад, але в сім'ях, де, може, батьки були там неактивними, все одно є діти, які стають активними. Я думаю, що це якраз та молодь дуже часто, яка приходить в якісь такі організації, щось хоче робити. Звідки воно в вас? І коли воно у вас з'явилося? Бо мав бути якийсь певний спалах якоїсь такої мети, да? Або того, що ви не можете сидіти чомусь на місці. Чому? Ну, наверное, это обстоятельства жизни определенные, потому что действительно с детства я видел, как работают инициативные группы, и мы в детстве помогали родителям распространять листовки, собирать их, нарезать их, потому что тогда не было ксероксов, а тогда рулонами привозили, мы нарезали линеечками, собирали в кучи. Соответственно, в детстве видел, как собирались инициативные группы, с детства был знаком с некоторыми лидерами. Но я думаю, там была еще другая мотивация. Но, наверное, мотивация связана с тем, что были определенные процессы в жизни. Вот, допустим, мне, когда я еще ходил на плавание, была ситуация, когда я был один крымский татарин, и меня там взрослые ребята постоянно подкалывали по-своему, и в шутку там топили в бассейне, но как бы это в шутку, но это было мне неприятно. И когда я приносил документы, которые мы распространяли, письмо Корнеисенко, жительницы Крыма, о том, что крымские татары не предатели и так далее, я им всем говорил, что рано или поздно вы увидите, мы будем жить в Крыму. И мы добились этого. Мы действительно, большая часть нашего народа сегодня живет в Крыму. Я пока вынужденно не живу, но я все равно вернусь. И я действительно вернусь, я в этом уверен. И поэтому, вот, наверное, в какой-то степени может быть вот такая вот детская, может быть, своего рода обида, да, или вот детская месть, которая у меня вот возникла. Я дал себе слово, что сделаю все, чтобы подобные действия не проводились по отношению к моим детям. И поэтому, я думаю, это одна из мотиваций. Другая мотивация, наверное, все-таки, когда уже стал более активно проводить и самостоятельно, создав молодежную организацию с кругом друзей, с кругом ребят, то, наверное, может быть, начали проявляться, может быть, какие-то там лидерские способности или желание быть лидером. Я думаю, это нормальный процесс. Какие-то амбиции стали появляться, потому что я и в школе был, даже пионером-активистом я был, скажу честно. А комсомольцем не был, но пионером-активистом был. Комсомол склав, мы же Да, и говорили. поэтому наверняка это в какой-то степени заложено от родителей. И потом, уже видя все эти процессы, как они происходят, хотелось бы, чтобы имидж крымских татар, чтобы имидж создается именно из людей. Люди создают имидж. Поэтому хотелось сделать так, чтобы о крымских татарах говорили и сразу же представляли социальный портрет как позитивный народ, который может дать миру позитивные вещи, который борется за свои права и хочет жить на своей родине, не нарушая права других людей. И тут как раз-таки Осман, когда говорил о том, что бросить медицину и заниматься общественной деятельностью, действительно, у меня первое время, когда я оказывался в больнице, хотелось одеть белый халат, хотелось одеть хирургический костюм и встать за операционный стол. Действительно, это было интересно, и по сегодняшний день я порой переосмысливаю, когда начинаю осмысливать, стоило ли все это бросать и заниматься общественной деятельностью. Наверное, думаю, что наверное, моя судьба такая. И раз я сделал выбор, я ничуть не жалею. И, как говорил Конфуций, выбери профессию по душе, и ты ни одного дня работать не будешь. И действительно, я сегодня занимаюсь той работой, которая мне нравится, с утра до позднего вечера, и я не считаю, что я устаю, но я от этого получаю удовлетворение.
Я відчув свою роль тут в програмі, коли хтось зі знайомих мені дуже кримських татар, знаєш, моя роль настільки ставити запитання, і це можна було б залишити повністю тобі, а бути таким спойлером, знаєш, розповідати вже, як Салімом Алімом, пам'ятаєш, було, розповідати більше про ту людину, щоб якби бути таким, знаєш, ну да, занудою такий поруч з ним. Ти тому що... наштовхуєш також на певні відповіді, Я, да? я тобі скажу, от що треба говорити? Ну, от як я можу це запитання поставити? Я про це зараз можу тільки віщать в цей мікрофон. Наприклад, от зараз багато там героїв серед кримських татар, там є, але я хочу згадати 29 березня 2014 року, Курултай. Я зараз можу сказати, це багатьом може сподобається, не сподобається. Іскендер чи не єдина людина, яка поводилася, ну скажімо, м'яко будемо говорити, той Курултай не дуже добре зараз вивчається і вивчений, який дуже послідовно і чітко вимагав тоді, скажімо, діяти, да? От, скажімо, нічого поганого не відбулося на тому Курултаї, але десь якоїсь певності і чіткості, про яку говорив тоді Ескендер, її теж не відбулося. Да? От Ескендер, наприклад, давайте скажемо, вимагав, щоб все ж таки включили Мустафу Джемілєва, було його включення і була розмова з ним. Я пам'ятаю, ти пам'ятаєш цю біганину по коридорах. Це була абсолютно позиція чітка оголошення кримсько-татарської автономії в рамках якої держави, щоб це пролунало. Да? Ну, якби ми можемо говорити про те, що це не спроба зараз посварити між собою кримськотатарське середовище проукраїнське. Але я розумію мотивацію Ескендера, які б хитрощі тоді не придумувалися на Курултаї, чіткість, воно б нічого не змінило, і життя показало, що дійсно можна було б чіткіше діяти тоді. От. Це я так відтіювато оголосив. Тому, щоб не було, коли будуть вивчати 2014 рік, перші місяці окупації, хто що робив, хто що заявляв, воно все одно. Але з іншого боку, є речі, які мені хочеться поставити Ескендеру, які мені здається, закинуті і не вдалося. Ви ж не одразу перебралися до Криму, і ви створили навіть там гарячі лінії по підтримці кримських татар, коли почалися перші арешти, затримання і обшуки. І чомусь ця тема з гарячою лінією, вона заглохла. Не вдалося її впровадити, коли ви вже виїхали на материк. От мені здається, це була найяскравіша ідея, яка вам не вдалася. Но в 2014 году дело в том, что действительно это были процессы, когда все были в такой растерянности, никто не знал, что делать, но при всем том, я четко понимал, что политика национального органа крымских татар должна быть последовательной и четкой. И действительно, создание Комитета по защите прав крымско-татарского народа в какой-то степени она была, скажем, та идея возникла в результате, на мой взгляд, на тот момент мне казалось, что и моим соратникам казалось, что не совсем активно действует Меджлис в этом вопросе. И мы в том числе тогда создали наше региональное отделение, мы создали горячую линию, мы создали формы регистрации вот этих нарушений, первый формат, второй формат, и, соответственно, мы проводили каждую практически неделю и заявляли о том, как нарушаются права человека в Крыму. Эти номера телефонов были оформлены на нас троих, на 3 координаторах, и после того, как мы вынуждены были оказаться здесь, некоторое время еще действовали эти номера телефонов, но, честно говоря, когда мы уже вынуждены были оказаться здесь, мы приостановили эту горячую линию, так как не хотели подводить ребят, наших соратников. Мы их перевели в такую не в открытую, а в такую полуподпольную форму работы, так как мы не хотели рисковать этими ребятами. Когда открыли на нас уголовные дела, начали ребят приглашать, 8 человек пригласили на допросы. И я тогда попросил ребят, если, говорю, задают вам вопрос, если сваливайте все на нас, в частности на меня, потому что я мог за себя только отвечать, и для того, чтобы у вас не было каких-либо проблем. Но при всем том мы сохранили сеть, мы давали информацию. Мережа, вы вважаєте, є у вас в Крыму? Ну, мережа есть, конечно. А откуда мы берем информацию? Кроме того, что понятно, что сейчас более четко стала проявлять себя крымская солидарность, но при всем том предпосылки всему этому тоже давал тот комитет по защите прав крымско-татарского народа, потому что на тот момент, кроме комитета, никто, в принципе, и не занимался данными вопросами. И мы распространяли и продолжаем распространять
можете правозащитную документацию, это выдержки из Конституции Российской Федерации, это что нужно делать при обысках, арестах и так далее, задержаниях. Мы проводили и проводим так называемые чаепития, для того, чтобы люди могли встречаться, общаться, обмениваться мнением. Чаепития там, в Крыму, відбувається. В Крыму, да, мы называем просто их чаепитиями. Но это просто встреча людей. Просто встреча людей, которые нельзя назвать митингами, несанкционированными какими-то собраниями, а просто люди встретились попить чай, и все, и пообщаться между собой, обменяться каким-то мнением. И, кроме того, мы систематически пытаемся собирать информацию. Понятно, что мы, когда уже оторвались, действительно уже сложно было давать какие-то задания или нагружать ребят, потому что это вопросы безопасности. И брать на себя ответственность за судьбы кого-то из наших соратников, ну, как бы это не так просто. Если бы я сам мог находиться там, то понятно, я мог бы на своем примере показывать, что дальше можно делать. А находясь на расстоянии, конечно, давать команды на какие-то действия, это сложно. При всем том, мы по сегодняшний день продолжаем организовывать подобные встречи и на материковой части Украины, и работать с юристами, и готовить документы в ЕСПЧ, жалобы в конституционные органы ООН. И я думаю, это та форма, над которой нужно работать и продолжать ее, для того, чтобы было больше ефекту. Ескандер Баріїв в студії денного шоу на радіо Крим Реалії. 105,9 FM в Криму цілодобово. Щодня, щоночі можна слухати нас також на сайті Крим Реалії. У нас є стріми наших ефірів на YouTube Крим Реалії і на Фейсбуці. Ну, власне, коментарі в Фейсбуці знову, Османе, не новина для нас, стосується мови. Є розчарування, що українська звучить незрозуміло, будемо відписуватися. Шановні, звідки ви? І дивно, що ви не розумієте цієї мови, тим паче спікер наш говорить російською мовою. Здається, все має бути розуміло. Українська звучить незрозуміло. Так. Чи українську не розуміють? Можливо, це україномовні люди, які не розуміють нашу українську? Ні, ну слухай, ми з тобою ж з однієї планети. Ні, тут вже коментарі, хтось переконує, що Крим – це Україна, і, власне, це зневага чи тупість може не дозволяти вам розуміти ніякої мови, крім руської. Вчіть українську мову, пропонують також таким людям, які коментують, які не розуміють начебто української мови. Ну, власне, питань, знаєте, є думка. Юля Смік пише, Крым может и Украина, если вы его удержали или хотя бы сейчас более активно свою позицию смогли донести до международного сообщества. Но в Крыму много русскоязычных, и поэтому проблем с языком никогда не было. О чем спорить, всегда эта передача была на русском, а теперь придется отписаться. Ну, власне, у нас є передачі російською, українською мовою, я думаю, це Катя, якось неважливо. У мене, я не плакала. Мені цікаво, дійсно, ви скажіть мені, будь ласка, тому що ці суперечки щодо мови не тільки в Фейсбуці, а постійно зустрічаються. Сьогодні там в мене в школі англійської мови, коли я розповіла, де я працюю, і щось почала говорити про Крим, мені сказали, так Крим же проросійський. Ти викладаєш англійську? Тільки пели групи на сцені. Ні, я займаюся, тобто це викладачка. Там же ж співали раніше українські пісні, коли на сцені, це до окупації, що цих співаків там зганяли з цієї сцени, не хотіли чути українською. Я таким Крим не знаю. Чи справді таке було? Я тоже не помню такой Крым, но на самом деле в Крыму было два поколения. Это старшее поколение, которое больше хотело не Российскую Федерацию, а Советский Союз, потому что они воспитаны были в советские времена, и они хотели видеть именно Крым как здравницу Советского Союза. И вы, если помните, в 2014 году, когда начался вот этот процесс оккупации, то действительно в семьях начались проблемы, когда старшее поколение и молодое поколение между собой начали конфликтовать. С другой стороны, это молодое поколение, которое уже воспитывалось или получило образование в украинские времена, несмотря на то, что они обучались в русских школах, а большинство действительно в Крыму было русские школы. Всего 15 школ было с углубленным изучением крымско-татарского языка, я так всегда говорю, потому что там полностью не изучались все предметы на крымско-татарском языке, и 5 школ на украинском языке. Но с другой стороны, я просто пример приведу, насколько важно, для людей важен даже не язык, а важно, какой уровень образования, какая инфраструктура в школе. И школа, которая находится у нас, гимназия украинская на Москальце, ну, скажем так, на Москальце, это по Московской трассе, там по Харьковской трассе, там как раз-таки были всегда большие очереди, несмотря на то, что это была украинская гимназия, и обучение получали на украинском языке, потому что там был бассейн, потому что там была хорошая инфраструктура, там был очень сильный
преподавательский состав, и поэтому люди стремились отдать туда своих детей. Поэтому я считаю, что люди будут стремиться изучать крымско-татарский язык и украинский язык и отдавать своих детей в те школы, где действительно уровень образования очень высокий, и уровень преподавательского состава. Поэтому я всегда являлся и являюсь сторонником того, что нам нужно стремиться к тому, чтобы качество образования было высоким, чтобы уровень преподавательского состава был высоким, и при всем том, здесь вот через это мы могли бы больше популяризировать крымско-татарские и украинские языки. И, кстати, крымско-татарское молодое поколение в большинстве своем свободно говорит уже на украинском, и мы являемся свидетелями, когда наша молодежь выходит и свободно выступает. И я считаю, это очень здорово, это нормально. А які амбіції всередині Меджлісу є? Колись там мрія стати головою Меджлісу, наприклад? У меня? Мне задавали вопросы, даже несколько раз было, когда в прямых эфирах меня называли по центральным каналам Украины, в том числе по АТР, председателем Меджлиса и заместителем председателя Меджлиса. Но я считаю, что вот сегодня, будучи обычным членом Меджлиса, по сути дела, порой выполняю и работу начальника управления по внешним связям, по международным отношениям, или работу по юридической службе. Поэтому я думаю, что когда вот называют зампредседателя Меджлиса или там даже председателя Меджлиса, я думаю, это связано не с тем, кто я на самом деле в Меджлисе, а с тем, что я делаю. И поэтому, на самом деле, самое главное, чтобы мне никто не мешал. И в данном случае руководство Меджлиса в лице и председателя Меджлиса абсолютно не препятствует, а только поддерживает ту работу, которую я провожу, и провожу в рамках, опять же, наших принципів національної. Я скажу, чому поставив це запитання, тому що хочу пов'язати про конкуренцію хочу. Чи ти про це хочеш? А я скажу, що... жорстка конкуренція мені цікава взагалі. Да, чи є, тому що от зараз там є голова, є заступники голови Меджлісу, але, в принципі, розуміння є, що вибори будуть, да, там щось, і взагалі, до речі, питання про вибори. До речі, розуміння є, чи вибори будуть? Да. Во всяком случае, мы уже обсуждали этот вопрос на последнем заседании Меджлиса, а выборы у нас могут проводиться, если мы вообще уже в 2018 году по срокам должен проводиться Курултай. Должны проводиться выборы и так далее. Но, учитывая чрезвычайное положение, учитывая то решение Меджлиса, мы все-таки берем на себя ответственность и будем делать обращение к народу крымско-татарскому о том, что в связи с оккупацией Крыма мы не можем провести демократические свободные выборы в Курултаї. Поэтому ми знаходимося... Коли існує електронний підпис, яким можна користуватися на виїжджачі... Але ж має Курултай зібратися саме в Криму, правда? Я не обов'язково. В умовах... Давайте скажемо так. Курултай все ж таки... Логічно, щоб він збирався в Криму, але всі останні документи Курултаю передбачали, що в ньому можуть брати участь громадяни України. Відповідно, територія України є легітимною для проведення Курултаю. Не тільки окупована її частина, а в умовах надзвичайної ситуації можна говорити про проведення його поза Кримом. Але нема ніде положення, і це Чубаров визнавав, ми не готувалися до надзвичайних положень. Вибачте, будь-яка країна або нація може не знати, але воно може статися. Сам собі Меджліс не може ухвалювати рішення про відкладання. Я понимаю, но опять же, вот здесь можно делать параллели с разными странами, в том числе и с Польшей, когда правительство в экзиле находилось в Лондоне, в Великобритании, и, соответственно, кстати, правопреемство было, и когда солидарность пришла к власти, как раз-таки то правительство в экзиле передало правопреемство быть руководством в Польше. То есть сама легитимизация, да? Или с нашей стороны, когда был первый Курултай в 2017 году, и только был создан второй Курултай, это сколько времени прошло? При всем том, инициативные группы, национальное движение продолжало вести работу. Что касается в нашей ситуации, я с вами согласен, что есть электронные новые формы, но Меджлис официально запрещен и является экстремистской организацией. Можем ли мы подставлять людей, которые будут заниматься этим вопросом? Звичайно, тому що Курултай не заборонений і не лунає в жодному російському документі. Ви проводите вибори Курултаю. Осман, сейчас вы можете дать гарантию в том, что там в этот процесс не смогут
втручаться, да, или вмешаться в ФСБ. Наприклад, Ну, процес висування кандидатів? Процес висування кандидатів, процес контроля за електронною А у вас були системою. гарантії, що в вільний час там не було втручання ФСБ, не було кандидатів и здесь таке? это действительно вопрос, который обсуждаемый, и к которому нужно Ескендер, возвращаться. я хочу сказати про те, що не можна з кримськими татарами, навіть в умовах надзвичайних ситуацій, поводитися як з африканським плем'ям. Не-не-не, вот здесь, я думаю, это грубое сравнение, хотя в Африке тоже есть достаточно развитые и Грубое и неполиткорректно, так. там демократические племена, которые очень даже, ну, и некоторым нам можно еще позавидовать, потому что я с рядом представителей африканских племен встречался на различных площадках. Я перепрошую, и они очень 105,9 развиты. FM, перемикайтеся або на сайті Кримреалії. Возвращаясь к той теме, на самом деле это очень интересная тема, к которой нужно возвращаться, нужно ее обсуждать, но здесь вопрос такой, что я контратвет сразу дам. Если до сих пор актуальный вопрос, что Российская Федерация вмешалась в выборы президента Соединенных Штатов Америки, Так. это мощнейшая страна, у которых есть серьезные специалисты, целая система защиты и так далее, как может организовать Меджлис крымско-татарского народа, оказывать содействие Центральной избирательной комиссии Курултая в организации данного процесса? Кроме того, на 2013 год... На 2013 год... Дайте говорити, Ескендер, Ні, щоб це зрозуміти означає- позицію. це Якщо це аргумент втручання в американські вибори, це аргумент скоріш на користь проведення, чи аргумент на користь непроведення виборів? Пока что на користь не проведения. Ага. Потому что действительно, что мы можем получить? Мы можем получить другую картинку. Тогда давайте мы вообще сейчас можем заявить о том, что россияне, проводите Курултай, и были бы эти попытки. Созовите действующий Курултай там под дулами автоматов и проведите, и выберите тот Меджлис, который вам нужен. Поэтому я думаю, это неправильно. Другой Тобто вопрос. на останньому засіданні Меджліс ухвалив рішення, що виборів не буде поки, да? Мы буде приняли далі? решение, что мы обратимся к народу, это во-первых, о том, что пока выборы не будут, потому что Крым оккупирован, но при всем том мы будем инициировать для того, чтобы созвать конференцию Курултая. То есть у нас есть форма, когда сам Курултай собирается, где обязательно должны присутствовать там не менее 2/3 делегатов Курултая. Тогда он считается легитимным, и он имеет право принимать решения. И есть конференция Курултая, когда могут присутствовать, там не обязательно должен быть кворум, но при всем том делегаты Курултая участвуют, и гости, и, соответственно, представители других общественных организаций участвуют в этой конференции, и есть у нас мысль, и мы хотим провести такую конференцию для того, чтобы были решения подобной конференции. Мы не можем гарантировать, что мы сможем собрать кворум Курултая на материковой части Украины, потому что это небезопасно для тех людей, которые сегодня проживают в Крыму. А для нас важно, чтобы активность наших активистов и безопасность наших активистов, она оставалась, потому что это все-таки люди, которых в свое время Тобто избирали. голова Меджлісу Рифат Чубаров не буде змінюватися, який приблизно період часу? Який, я думаю, Найближчі 40 здесь, років десь. смотрите, вот в самом Меджлисе мы можем именно собранием решения Меджлиса провести изменения. То есть это, допустим, начальников управления или изменить президиум, и мы обсуждали неоднократно подобные вопросы. А что касается председателя избирает Курултай. И я думаю, до следующего созыва Курултая мы не сможем, но во всяком случае пока Рифат Чубаров является легитимным, и, соответственно, он может быть. Кстати, мы там тоже смотрели по регламенту, для того, чтобы, и это будет в документе все описано. С одной стороны, в регламенте написано, что Курултай созывается каждые 5 лет, с другой стороны, четко говорится о том, что полномочия членов Меджлиса завершаются тогда, когда вступают в полномочия члены Меджлиса следующего созыва. То есть, пока не будет не проведены выборы и созван Курултай и избран новый состав Меджлиса, а полномочия Меджлиса в принципе распространяются. Да, они немножко расходятся, да, вот эти вот две статьи, но при всем том, никто не ожидал, что у нас будет такая ситуация. Хотя, честно скажу, в 2013 году я активно вытаскивал на Курултай декларацию о
национальной безопасности крымско-татарского народа. Вот как будто какое-то чувство было, что будет такая ситуация. К сожалению, эта декларация не была принята, но при всем том, я считаю, что вот тогда нам нужно было ее принять, и она актуальна и сегодня, потому что мы как раз столкнулись с тем, что действительно есть притеснение кримськотатарського народу іменно по расовому принципу. Якби вибори, знаєте, улюблене етнічного. питання, якби соціологів, якби вибори відбулися там за півроку, чи от, не знаю, цього літа вже, наприклад, вибори в Меджліс і на голову Меджлісу, то ви б куди подавалися? Чи ви б конкурували там з Рифатом Чубаровим? Да, та з іншими. Як ви бачите, якими вони могли бути, якби реально там за кілька місяців? Но опять же, когда мы исходим из ситуации, кстати, еще один момент, аргумент хотел сказать Осману Пашаеву, пока я его не забыл. А на 2013 год всего 17% населения Крыма пользователи интернета. И это говорит о том, что мы не сможем обеспечить участие всех людей, которые могли бы. Но при всем том, этот вопрос, над которым действительно стоит думать, и я думаю, современные технологии могут нам позволить в этом плане продолжать работу. Относительно, я отвечу на вопрос, относительно с кем я буду конкурировать, но во всяком случае и в 2013 году, и ранее мы всегда шли, но у нас был блок, в основе которого был Крымско-татарский молодежный центр. Конечно, мне уже в 43 года, но не совсем возможно хорошо быть и то. В последний раз я баллотировался, я не был первый в списке, я был в первой пятерке. Старался в первом ставить действующего председателя Крымско-татарского молодежного центра или кого-нибудь из молодых лидеров. И при всем том, я считаю, что мы не должны конкурировать как личности, мы должны конкурировать со своими идеями, со своими программами. И я за себе даю четкий отчет, если вы даже поднимете документы, у нас всегда были программы. Программы у нашего блока, где мы четко говорили о том, что последовательно мы должны делать. И опять же, снова, если будут выборы, я выйду на выборы со своей командой или даже самостоятельно, я опять же в первую очередь буду выставлять программу, а потом только личности. Но, конечно, очень важно, чтобы эти личности смогли реализовать эту программу. Ти будеш висуватися? Ні, ніколи я не буду висуватися і засуватися. Ну, я побуду трошки Карлом Юнгом тут. Знаєш, якщо ти подивишся, що він вигадує на назви, да, Кримськотатарський молодіжний центр, потім Кримськотатарський ресурсний центр. Оце те слово «центр», він просто до свого центру йде повільно, але те, що він його ідеї розглядає, ну от аналіз дискурсу з тим, що він вигадує, які організації Нет, створює. я, честно говоря, не выгадываю, хотя в маркетинге, да, есть такое, для того, чтобы новую фирму, которую мы хотим раскрутить, мы даем название, меняем какую-то букву в аббревиатуре и так далее, совершенно другое, она не очень похожа. Для того, чтобы люди, путаясь, могли прийти с ту или другую организацию. Но я вам скажу, что действительно это было неумышленно сделано, Случайно. потому что Крымско-татарский ресурсный центр, это, кстати, была еще идея 1997 года. И причем в нашей программе еще до оккупации мы говорили, что должен быть ресурсный центр при Меджлисе крымско-татарского народа, который будет заниматься именно привлечением и ресурса, и повышением квалификации членов Меджлиса, системы самоорганизации крымско-татарского народа. Потом мы говорили, что необходимо создавать коммерческую палату крымских татар. То есть вот ряд таких институтов. Национальные суды, если помните, кадиаты, это была наша идея, о которой мы тоже говорили. И я представляю, если бы мы тогда смогли бы создать кадияты. И сегодня они насколько могли бы разрешать проблему внутри нашего общества крымско-татарского, не выходя в оккупационные суды. А ведь бытовые проблемы все равно между людьми существуют. Но мы тогда не сделали это. Я не знаю, насколько сейчас реально это сделать, нужно анализировать процесс, но при всем том я считаю, что вот эти государственные органы, которые могут позиционировать нас как состоявшийся, зрелый народ, мы должны их создавать, мы должны работать. Это же способ формирования кадров, которые могут потом работать в государственных органах. Світовий конгрес кримських татар, він зареєстрований вже як міжнародна організація? Да? И я имел ее прямое отношение к этому, потому что... Коли це відбулося? Мы зарегистрировали в прошлом году. Угу.
8 років по тому, да, називається? Я не могу говорить за 8 лет, потому что действительно в 2008 году я был в оргкомитете, но в связи с тем, что мои видения работы Всемирного конгресса крымских татар разошлись с видением, ну, может быть, большинства или с видением руководителя первого президента, это Рифата Чубарова, я тогда даже не участвовал в этом конгрессе. А в 2014 году мы стали инициировать, и я, и Синавер Кадыров, и ряд активистов Крымско-татарского национального движения, Меджид Сулейман, что нам нужно срочно реанимировать Всемирный конгресс крымских татар, потому что мы не знаем, что будет с Меджлисом. И поэтому в 2015 году созвали второй конгресс, и я активно участвовал в этом конгрессе. Причем я не вхожу в исполком, я просто участвовал в конгрессе. Но сегодня я, как член Меджлиса, участвую во всех этих заседаниях. И, честно говоря, почему в прошлом году? Потому что было поручено определенным людям регистрация конгресса, но этот процесс затягивался. И видя это, я просто сказал, давайте мы возьмемся, и Крымско-татарский ресурсный центр поможет в этом процессе. Вы такие крымско-татарские «візьми і зроби», да? Но дело в том, что это наше общее лицо, и очень важно, чтобы то направление, за которое мы беремся, оно все-таки доходило до конца, или оно было сделано качественно, потому что по всем этим процессам судят о нашем народе в целом. И поэтому для нас очень важно, чтобы мы все доводили дома. У нас є слухач. Вітаємо вас. Як вас звати? Звідки ви є? Яке питання до гостя? Волноваський район, у мене питання щодо законності. Прошу вашу гостю, може вона щось пояснить. У нас зараз в студії Ескендер Барієв, член Меджлісу кримсько-татарського народу та голова Кримського ресурсного центру. У вас до нього питання? Все, якось дивний дзвіночок. А до того ще був дзвіночок від нашого слухача, він захворів трошки, редактор передав, що запитує, де можна вивчати кримсько-татарську мову. Я знаю, що в Києві, наприклад, в Кримському домі є такі курси, Алім Алієв про це часто говорить, пише у Фейсбуці, що мало людей туди ходить. А як щодо того, що на території Криму зараз відбувається? В Крыму, в принципе, пока еще работают школы, где с углубленным изучением крымско-татарского языка, хотя были попытки закрытия школы, в частности, это в селе Анновка, когда хотели национальную крымско-татарскую школу закрыть, но благодаря нашей общественности все-таки смогли отстоять. А еще говорите про дорослых людей, які про взрослых людей, я знаю насколько и как проводятся подобные курсы, я однозначно не могу сказать, но люди берут частные уроки, в принципе, там есть хорошие специалисты в Крыму, к которым можно обращаться. Что касается здесь, на материковой части Украины, однозначно, наверное, лучший способ изучения родного языка, это все-таки, или любого языка, это все-таки частные курсы для того, чтобы можно было обратиться к специалистам. Но что касается детей, есть Крымэлис, есть другие инициативы. В частности, своего ребенка я вожу в воскресную школу, в субботнюю школу, где мой ребенок, опять же, общается со своими сверстниками, крымскими татарами, изучает родной язык, родную музыку, для того, чтобы он сохранил, скажем, тот стержень, который и представляет наш народ. А можна тобі зауваження? В публічній сфері, можливо, не знаю, наскільки коректно говорити. От тобі для лідерства, мені здається, не вистачає от саме невимушеної кримсько-татарської мови, як і невимушеної української теж. Это моя, на самом деле, большая проблема, потому что не хватает, честно говоря, времени просто заняться и систематически заниматься крымско-татарским языком. Потому что, в принципе, когда я нахожусь в среде, где знаю, что не знают русский язык, среди крымско-татарской диаспоры или среди турков, через некоторое время у меня действительно все это проявляется, я начинаю свободно говорить на крымско-татарском языке. А вот очень быстро перестроиться, просто нужно больше, наверное, читать литературы на крымско-татарском языке, которой не хватает, особенно в том направлении, которую я читаю. Потому что специфика моей деятельности, она больше, скажем, требует читать несколько другую информацию. Но при всем том, это меня не оправдывает. Здесь, в принципе, можно стараться читать и на турецком языке, для того, чтобы хотя бы потянуть родной язык. Это действительно моя большая проблема. Може, треба просто на півроку в якусь ескіширську діаспору їхати і обмежити всі зв'язки з російською мовою. Тому що те, що я чув, це навіть на ефірі одного з турецьких телеканалів, де довелося тобі кримсько-татарською говорити, це абсолютно
російська конструкція йде, яка миттєво перекладається, і я розумію, що людина швидко думає і постійно думає. Навіть зараз, коли ти мовчиш, іде думка, і вона формується російською мовою, абсолютно російські конструкції. Да, к сожалению, я мислю по-русски. Не вистачає повністю розірвати з цим цей конструктивний механізм, який відбувається в голові, і позбутися російськомовного оточення, ну, хоча б на півроку. Ну, кстати, здесь можно вот также, у меня были попытки перестроиться на украинскую мову. И порой на бытовом уровне, конечно, я спілкуюсь українською мовою, але у меня просто теряю больше часу для того, чтобы вспомнить там слово и так далее. Я не знаю, почему-то у меня какие-то есть комплексы, я не могу говорить на суржике. Поэтому считаю, я либо должен говорить на качественном русском языке, либо на качественном крымско-татарском языке. Дружишь, здається, з Вячеславом Кириленком, да? Ну, мы с ним знакомы еще... Вы про министра культуры? Нет, это вице-премьер. Вице-премьер. С 1996 года мы тогда познакомились, и, по сути дела, мы выполняли, как Крымско-татарский молодежный центр, практически выполняли функцию крымского отделения Вот молодого ви з ним руха. якою мовою спілкуєтеся між собою? Украинскую, и я говорю с суржиком. Ага. Я стараюсь говорить украинскую мову. Кстати, когда я раньше из Крыма приезжал в Киев, я старался говорить украинскую. А вот как я сейчас живу в Киеве, я больше говорю российскую. Почему-то так получается. Потому что я раньше думал, что в Киеве в основном все разговаривают по-украински, потому что круг моих друзей, они в основном україномовні були. Розглядаєш для себе ти якийсь політичний проєкт український, виборний, список поза БПП, наприклад, в якому зараз перебувають лідери Меджлісу? До речі, до Верховної Ради 7-го скликання ви ж балотувалися, так? По мажоритарці? Я баллотировался несколько раз. Я баллотировался еще в 2001 году, по-моему. Нет, в 2002 году, когда я был в списке нашей Украины. И Ющенко был первый, а я был первый сзади. Ну, в шутку мы шутили, но тогда действительно это была инициатива молодого руха, инициатива Вячеслава Кириленка для того, чтобы я был в списке. И я был третий кримський татарин, который 17 років політичних зв'язків з Кириленком. А у Вікіпедії просто є цікавий момент, саме коли ви балотувалися на 7-ме скликання, да, Верховну Раду. Там у вас такі 4 основні положення. Так, власне, там цікаво, що провести антикорупційну люстрацію, перевірку відповідності витрати, вартості майна чиновників задекларованих доходами. Ось, наприклад, момент... А 12 це бют списку чи ні? Тогда была объединена оппозиция «Батьківщина», и тогда все демократические силы были объединены, и у меня был непростой, у меня был 8-й округ, и у меня непростой был соперник, причем с Дейчем, да. При всем том, Дейч на самом деле меня недооценивал, но в процессе выборов он 3 раза лежал в больнице. Потому что у него, когда он видел, что мои рейтинги растут на нескольких участках, я его реально выиграл. Да? Я 2-е место занял. И когда они сами делали замеры, у меня не было ресурса, чтобы делать замеры, а во время выборов очень важно делать в начале, в середине и перед голосованием. А після окупації був він в списку? Ти знайшла там Вікіпедію? От в 14-му році, коли вибори були. В 14-му этот Дейч? Ні, от вже після окупації Верховна Рада, коли обиралася. Меня не было. Меня не было, потому что тогда мне предлагали в список пойти. В БПП? Но, нет, не в БПП. Тогда дело в том, что мы когда общались с Мустафа Ага, и тогда действительно многие политические силы готовы были брать крымских татар. И я, честно говоря, тогда отказался. Я сказал, что в непроходном списке я был уже неоднократно. И мне неинтересно, потому что это только меня ослабит, потому что я нахожусь на оккупированной территории. Я 8 разів спитав, куди. Там были предложения и ВПП, предложения Народного фронта, предложения... Не у меня были предложения, а для крымских татар. Это все осуществляется через Мустафу Джемилева. Коллегу Лешко. Кто там еще был? К Батьківщине. То есть практически вот эти 4 политичные силы, но выполнили обещания на самом деле БПП и Народный фронт. Народный фронт Чубаров, Джемилев та Логвинский. Да, Логвинский как раз таки по квоте Меджлиса, он стал депутатом Верховної Ради України з помощью Народного фронту. Тобто зараз, наступного року, якщо і підеш, тільки з дозволу Мустафи Джемилева, правильно? Ну, скажем так, мне еще год назад УКРОП предлагал возглавить крымское отделение политической партии УКРОП, но я скажу честно, я отказался, потому что я сейчас больше вижу, что нужно заниматься правозащитной деятельностью,
И поэтому у меня просто не хватает заниматься политической деятельностью. А якби ви пішли в велику політику, з якою політичною силою от на сьогоднішній на момент? сьогоднішній Стою, день- куди В'ячеслав Кириленко піде. Нет, у меня на самом деле есть собственное мнение, но действительно у нас достаточно хорошие отношения с Вячеславом Кириленко, и я ему как политику верю, и я ему доверяю. Ну, как политику. тобто, в принципі, Осман правий, так? Ну, вот Виходить остается уже Тільки я за хотіла йому Вячеславом сказати Кириленко, чтобы язвати, а він, бачиш, виявляється. Виразка. Виразка. Да, Оце виразка. як воно Но українською? зная Виразка. человека много лет и зная, что он принципиальный человек, я могу сказать о том, что этому человеку я действительно верю. Ескандер Баріїв в Як ефірі політик. Радіо Крим Реалії. Ми не встигли поговорити про просто безліч всього, але все, що ви розповідали нам дуже цікаво. Осман Пашаєв, як завжди, просто з такими своїми запальними запитаннями. Якимось, ну, власне, я знаю, що у вас багато інформації, ви включаєтесь часто в ефіри Радіо Крим Реалії, і в нашому денному шоу ми намагаємося говорити про багато чого, і щоб розкрити максимально нашого гостя, я думаю, що нам це вдається. Так, Катерина Некреча. Осман Пашаєв, Ескандер Баріїв в нашій студії. Слухайте Радіо Крим Реалії 105,9 FM цілодобово на ваших приймачах, а також на сайті Крим Реалії постійно відбувається трансляція. Ну і підписуйтесь на нашу сторінку в YouTube та в Фейсбуці та в інших соціальних мережах. До зустрічі!